Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Дамы и господа, всех приветствую. Перед камерой Юлия from Казахстан, и мы начинаем. Бастаек! Сегодня у нас с вами новая фраза. Представьте, вот вы приехали в гости в Казахстан, заходите в подъезд, не у всех же частные дома, кто-то и живет в обычных многоквартирных домах. И возле подъезда такая надпись: «Құрметті тұрғындар, ескерту! Құрметті тұрғындар, ескерту! Құрметті тұрғындар, ескерту!» Означает следующее: «Құрметті тұрғындар», уважаемые жители, и «ескерту» означает предупреждение. Например, там свет выключат или воду, что-то еще будут менять. Такие случаи случаются. В общем, такое бывает. Погнали, давайте же разбираться, как это прочитать. Как обычно, каждое слово мы с вами должны разделить по слогам, да-да-да, как в первом классе. А те специфические буквы казахского языка, которые вы не знаете, я вас научу читать. Кор, повторяйте за мной. Кор, мет, т. Как прочитать букву К с хвостиком снизу? Очень и очень просто. Для начала вспомнить, что в казахском языке две буквы К. Буква К обыкновенная, та, что используется в русском языке, и буква К с хвостиком снизу, та, что используется, соответственно, в казахском языке. Как ее прочитать? Нужно просто откашляться через букву К обыкновенную. К, К, К. Погнали дальше. Дальше у нас идет буква У с черточкой снизу. Как ее прочитать? Это всего лишь навсего краткая версия буквы О. О, О, О. Если не получается кратко произнести букву О, кратко произнесите букву У. В принципе, получится то же самое. Но вы ведь знаете, что все-таки это краткая версия буквы О, и постепенно тренируйте именно через нее. Х, 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 Хор, Хор, Хор. Получается? Думаю, получается. Погнали дальше. Құрмет, Құрмет, Құрмет. Дальше у нас идет мягкий слог через букву Е. Так вот, здесь применяется правило, как пишется, так и читается, и ни одна буква не искажается. В русском языке мы можем прочитать через или через И, но в данном случае в казахском языке мы читаем через Е. Құрмет, Құрмет, Құрмет. В третьем слоге, в заключительном, мы видим палочку с точкой. Это нечто среднее между буквами и И. То есть это сильно твердо, И это сильно мягко, а буква палочка с точкой. Это вот как раз-таки та температура, которая нам и нужна. Құрметті, Құрметті. Она произносится коротко и средняя мягкость, да? Құрметті. Погнали дальше. Слово тұрғындар. Тұрғындар. По слогам все как обычно. Напомним, буква У с черточкой снизу – это краткая версия буквы О. Затем у нас идет буква Г. Сразу скажу, как ее произносить. Как научиться читать букву Г? Можно точно так же, как мы учились читать букву К. Только откашляться через букву Г, соответственно. Г, Г, Г. Получается? Думаю, с легкостью получается. Есть еще один вариант. Многие русскоязычные люди искажают русский язык и вместо буквы Г говорят Г. Например, вместо слова город – город, вместо слова дорогой – дорогой. Вот так вот бывает, правда? Вот именно эту букву Г и надо использовать, когда вы видите в казахском языке букву Г с черточкой посередине. И не путать ее с обычной буквой Г, которая тоже используется в казахском языке. Тұрғын. После нее идет у нас буква И, которая читается очень-очень кратко, в отличие от русской буквы И, и твердо. Тұрғын. И следующее окончание – дар. Соединяем, получается целое слово. Тұрғындар. Құрметті тұрғындар.
Құрметті тұрғындар. Погнали дальше. Слово ескерту. Ескерту. Здесь нет ничего сложного. Просто вспоминаем правило, что как пишется, так и читается. Е значит Е, никаких гвоздей. Ескерту. Құрметті тұрғындар, ескерту. Дамы и господа, я вас поздравляю. Сегодня вы научились читать еще что-то новенькое на казахском языке. И увидимся в следующий раз. Ваша Юля from Казахстан.